Да, есть такое, ты очень хочешь, но боишься, тебя что-то сдерживает. Но когда на деле, на самом деле, когда ты уже начинаешь работать, страх он пропадает. Да, абсолютно можно сказать, что сейчас и вторая волна, как бы пик возрастает, с каждым днем у нас шкала растет, вот, заболеваемость как бы возрастает. Люди, многие, как бы, видимо, этого не понимают, что это сейчас, потому что на самом деле сезон ОРВИ идет, и симптомы одинаковые практически, спутанность большая, вот, но они как бы не задумываются об этом, такие думают, ну, пройдет через недельку, а потом уже, когда не проходит, они начинают вызывать скорую помощь. Вот. Либо мобильные бригады. Мы приезжаем на вызов, как бы осматриваем больных, аускультируем, выслушиваем. Если есть показания, мы как бы предлагаем госпитализацию. Но мы мобильная бригада не та, которая берет ПЦР-анализ, как это думают многие. Как бы мы оказываем именно доврачебную первую помощь. Если человек нуждается в госпитализации, если человек как бы низкая сатурация, у нас есть концентраторы в машине, которые мы можем поднять домой, дома поднять сатурацию. Если необходима госпитализация, мы можем также отвезти в больницу дежурную. Если можно сравнить, допустим, летний период и осень, то есть летом у нас общее количество вызовов за весь период дежурства составило 200 человек, то есть, а эта сейчас цифра у нас за 2 недели, только за 2 недели составила около 200 человек. То есть прогрессия идет, конечно, в соотношении роста. Чтобы вступить в мобильную бригаду, они в обязательном порядке должны были пройти обучение по первой доврачебной помощи в условиях COVID-19 и соответствовать определенным параметрам, которые мы запрашиваем, критериям точнее. То есть это не иметь хронических заболеваний, переболеть COVID тем же самым в летний период или не имеет значения. То есть также это одобрение родителей в случае того, если добровольцы от 18 до определенного возраста. Также особую роль играет это желание помогать. То есть нам важно очень определить, для чего человек вступает в мобильную бригаду. То есть нам встречаются люди, которые просто хотят, можно сказать, хайпануть за счет этого, то, что они помогают людям, но на самом деле от них никакого выхлопа и не получаем мы. Двусторонняя полигуманитарная пневмония. Вот нет, у меня... В нашей команде обязательно есть фельдшер, он уже опытный, профессионал. Также сотрудники Красного полумесяца и волонтеры. Ну, из-за того, что я не являюсь как бы медиком, как бы все равно для меня это хороший опыт по оказанию первой помощи, по оказанию психологической помощи. Я горда этому, что помогаю другим, могу помочь чем-то. Сатурацию не мерили, да? Нет, сатурация у них хорошая, так и так было. Просто дышат нормально. Дело в том, что я еще работала летом в стационаре, ну не в мобильной бригаде, а в стационаре. Могу сказать, что в мобильных бригадах более работа, она, мне кажется, тяжелее. Потому что в стационаре там смены длятся по 6 часов, каждый по расписанию сменяет другого, а в мобильных бригадах нет такого. Ты сидишь и ждешь, когда будет вызов, ты не знаешь, когда человеку станет плохо, когда придет вызов, и ты должен быть всегда наготове. Так, получается воскресенье, 15, 11, 20, температура, кашель, слабость. К нам обращаются не только люди, которые первый раз сталкиваются, но и во второй раз тоже бывают случаи. То есть они переболели летом и снова, получается, заболели, и таких тоже много. Есть те, которые первый раз заболели, они в панике, не знают, что делать, и мы им тоже оказываем помощь. Многие почему-то думают, что если они будут употреблять тот же алкоголь, что как бы это их спасет. На самом деле это не спасет. Вот. Это уже доказано. Ну, соблюдение гигиенических норм, как бы, соблюдение санитарных, мыть почаще руки, носить маски в общественных местах, в общественном транспорте. Вот. При себе иметь желательно как бы обеззараживающие средства все. Просто помогать тем же врачам как бы соблюдать элементарные правила абсолютно.